Здравствуйте, меня зовут Семенова Света, я ученица 10 класса. Сегодня я вам расскажу о моих земляках, участниках Великой Отечественной войны. Всего за годы войны из нашей республики было призвано в ряды Красной Армии более 60 тысяч человек. А из Сунтарского улуса в Великой Отечественной войне всего приняло участие 2756 человек, из которых 1664 воинов пали на поле боя при защите Родины. Добыча соли в годы войны имела стратегическое значение. Здесь добывали соль для обеспечения Дальнего Востока и Восточной Сибири пищевой солью. Соль добывали круглогодично, используя метод выпаривания. Большим событием в Кемпендяе был приезд автоколонны из 11 машин за солью зимой 43-44 года. Автоколонна доставила до Якутска 20 тонн поваренной соли. Вот так жил Кемпендяй в годы войны. Все силы были брошены на выполнение плана государства на добычу соли. Кемпендяй стал центром трудового фронта района. С Кемпендяя на войну были призваны 62 человека, из них 11 остались на поле боя, 26 вернулись с победой, 4 пропали без вести, и судьбы 21 воинов неизвестны. С войны не вернулись Алексеев Егор Федорович, Алексеев Петр Федорович, Аммосов Василий Егорович, Толбараев Николай Николаевич, Дмитриев Семен Петрович, Зверев Александр Михайлович, Игнатьев Владимир Семенович, Сымытов Иннокентий Алексеевич, Сыроватский Георгий Митрофанович, Прокопьев Павел Михайлович и Якутин Александр Иванович. С войны вернулись Алексеев Яков Федотович, Тетерин Алексей Васильевич, Аксенов Василий Егорович, Камзяков Иван Михайлович, Егоров Пеликонт Андреевич, Михайлов Трофим Гаврильевич, Савинов Николай Егорович, Иванов Юда Филиппович, Прокопьев Федор Гаврильевич, Алексеев Николай Федорович, Савинов Никита Афанасьевич, Максимов Григорий Гаврильевич, Мартынов Михаил Капитонович, Миронов Анисим Дмитриевич, Савинов Константин Иванович, Федотов Давид Хрисанфович, Николаев Иван Алексеевич и Яловский Федор Трофимович. Все они работали в Кемпендяйском солезаводе. А также мы провели поисковую работу на сайтах Национального архива Республики Саха-Якутия, Память народа, Обуда мемориал и Подвиг народа. Нами были найдены следующие воины. Это Михайлов Дмитрий Павлович, Семенов Николай Афанасьевич, Амбросьев Семен Михайлович, Игнович Павел Григорьевич, Кудреватов Максим Меркурьевич, Николаев Прокопий Афанасьевич, Щукин Федор Прохорович, Колесников Степан Ануфриевич, Харченко Андрей Андреевич, Хавин Илья Никитович, Дых Борис Васильевич, Копыркин Иннокентий Андреевич, Аксаментов Корнилий Филиппович, Корнюшкин, Монаков Василий Гаврилович, Терянов Егор Степанович, Банщиков Никанор Дмитриевич, Чекулаев Николай Александрович, Данилов Николай, Федотов Митрофан Николаевич, Степанов Андрей, Савинов Иван Васильевич, Семенов Николай Трофимович, Павлов Николай Яковлевич, Алексеев Николай Федорович, Павлов Егор Савич, Афанасьев Алексей Васильевич, Наговицын Михаил Иванович, Куклин Павел Афанасьевич, Афанасьев Григорий и Попов Федот Иванович. Полной информации солдатов, которые были найдены в ходе поисковой работы, нет, поэтому у некоторых имя или отчество неизвестно. Полный список воинов, то есть наших земляков, был составлен на основе архивных данных Краеведческого музея соли и теолита. Их имена должны быть занесены в книгу памяти и мемориальную плиту. Осенью прошлого года в Кемпендяе установили новый памятник, где вписаны имена воинов, найденных в ходе поисковой работы. Мы хотим, чтобы каждый подросток и взрослый задумался, какой ценой завоевана свобода и независимость нашей страны. Мы, молодое поколение, обязаны